Здравствуйте, в эфире программа «Акцент», в студии Артемий Грошев. И сегодня у нас в гостях заместитель начальника службы спасения Якутии Василий Васильевич Тарский. Василий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Василий Васильевич Тарский родился 14 июля 1966 года в селе Батагай Устюлданского района Якутской ССР. С 2006 года работает заместителем начальника Главного управления МЧС России по Якутии, затем первым заместителем начальника Государственного казенного учреждения Службы спасения Якутии. Неоднократно руководил ликвидацией крупных чрезвычайных ситуаций. Заслуженный спасатель Якутии, почетный гражданин Мирюнского наслега Устюлданского улуса, награжден медалью МЧС России за отличие в ликвидации последствий ЧС, женат, отец 3 детей. Расскажите, пожалуйста, как ведется подготовка к паводку 2018 года в республике и какие меры предпринимаются к минимизации последствий стихии в этом году? По обеспечению безопасного пропуска весеннего полугодия еще 22 января текущего года вышло распоряжение правительства Республики Саха-Якутия о задачах органов исполнительной власти Республики Саха-Якутия, предприятий, учреждений, муниципальных образований, безопасному пропуску весеннего полугодия и летнего-осеннего паводка. Во исполнение данного распоряжения правительства все министерства, ведомства, предприятия, учреждения, независимо от форм собственности, а также муниципальные образования озадачены и выполняют полностью всю подготовительную работу по обеспечению безопасности прохождения паводка на своих территориях и объектах. Но если вкратце взять, какие работы сейчас проводились, во-первых, Ленским бассейновым управлением водных путей и Министерством охраны природы Республики Саха-Якутия проведены превентивные мероприятия на реках республики в целях ослабления прочности льда, это зачернение и распиловка льда. Гидрометслужбой организованы постоянные и временные посты наблюдения уровня воды. Также все муниципальные образования, предприятия, учреждения подготовили резерв финансовых и материальных ресурсов, продовольствия и медикаментов. Главным управлением МЧС России по Республике Саха-Якутия проведены командно-штабные учения во всех районах, подвергающих к весеннему полугодию. Также проведены правительственные заседания правительственной комиссии чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под руководством председателя комиссии, первого заместителя председателя правительства Алексея Зачимовича Колодезникова. Что касается службы спасения, то мы, согласно плану учебных мероприятий, провели подготовку десантной подготовки, это спуски с вертолета Ми-8 МТВ, также спуски водолазов учебно-тренировочные на реке Лена, и провели строевой осмотр сил и средств в целях проверки готовности нашей службы. И потому мы считаем, что на сегодняшний день все силы, средства и службы спасения, и все звенья якутской территориальной подсистемы готовы к безопасному реагированию и прохождению весеннего полугодия. Василий Васильевич, а какие именно зоны сейчас попадают под угрозу затопления в Якутии? И, может быть, такая сложная паводковая ситуация в отдельных населенных пунктах наблюдается ежегодно в каких-то из них. Можете про это рассказать? Да, у нас есть реестр населенных пунктов, которые подпадают под подтопление. Да? Всего у нас в весеннем полугодии и летне-осеннему паводку подпадает 120 населенных пунктов, где проживает 45,5 тысяч населения, в том числе 15 тысяч детей и 8 тысяч жилых домов. И в этом году
у нас особенно вот, в связи с тем, что у нас больше снега вот, колымской группы улусов, как в прошлом году, и потому у нас прогнозируем, что на реке Лазея и вообще в колымской группе улусов будет, уровень воды будет больше, больше воды будет. Вот. И вот на Лазее, где вот, в Средней Колыме села Сватай, Аргахтах и Нижней Колыме это Андрюшкино, вот у них осенью ледостав, уровень ледостава воды было чуть ли не ниже, только немного ниже критического. Потому мы прогнозируем примерно события, как в прошлом году. Какие меры вы думаете предпринимать, чтобы реагировать на данные ситуации? Вот, допустим, касаемо Андрюшкина. Как мы помним, в прошлом году это нанесло очень большой урон, как для местных жителей. Ну, во-первых, на сегодняшний день подготовительные работы проведены. Вот буквально в прошлой неделе правительственная комиссия провела подготовительные работы в этих населенных пунктах. Вот, и организованы эвакуационные пункты, вот, где будет проживать как временное жилье для пострадавших. Вот. Также подготовлен резерв финансовых и продовольствия и медикаментов. Вот. Доставлены все необходимые запасы ГСМ. Вот. И, значит, будет у нас населенные пункты будут в контроле, вот. Будут выезжать оперативные группы, и по ситуации будем эвакуировать население в этих населенных пунктах. Вот еще один актуальный вопрос, то есть сколько будет задействовано единиц личного состава спасателей и сколько единиц техники будет задействовано в паводке 2018 года? Вот мы сегодня в плановом режиме проводим подготовку спасателей к безопасному пропуску весеннее половодье. И на сегодняшний день у нас по 7 оперативным группам подготовлены спасатели. Всего будет задействовано 109 спасателей, вот, в том числе по оперативным группам, а также для проведения поисково-спасательных работ 2 десантные группы по 3 спасателя. Также мы будем обеспечивать посты, где-то посты это в Табаге, вот, Тулагина, Кильдемсах, Кангаласах. Вот. Будет оперативная группа в Вилюйской группе УЛУСа для обеспечения прохождения ледохода на реке Вилюй. И будут малые оперативные группы в Намском районе, это Арбынцы, вот, потом на Кобяйском улусе это Ситта, Кальбиса, Кокуш. Вот. И также будет обеспечивать прохождение ледохода 3 станции, то есть 3 бригады, это водолазные спасатели-водолазы. Василий Васильевич, вы в чем видите ключевое отличие нынешнего паводка 2018 года, прогнозируемое, от предыдущего паводка? В чем оно заключается? Вот в прошлом году, особенно с прошлого года, это катастрофический паводок проходил на реке Лена и Алдан-Амга при катастрофически низких уровнях воды. За исключением, я говорю, это река Колыма, да? А в этом году, особенно с этого года, заключается в том, что во всех реках мы прогнозируем довольно высокий уровень. Почему? Потому что гидрологическая ситуация зависит в основном из 4 факторов. Первый фактор – это толщина снега. Толщина снега в этом году вот Ленской, Лёкимской группе улусов, да, это в верховьях Лены, Амга,
Амга и Алдан выше нормы порядка на 200-250%. То есть там достаточно много запаса воды. Да? И также, как и в прошлом году, запас воды больше 200%. Это Колыме, Колымской группе Илус. Вот. Этот фактор говорит о том, что воды будет много. Второй фактор – это толщина льда. Толщина льда, за исключением реки Вилюй, везде больше нормы. В среднем на 20-30 сантиметров. Даже вот в районе поселка Кангаласа на 40% больше нормы. Вот. А в Зырянке больше нормы, но в Среднеколымске ниже. Да? Ну, там снегозапаса много, поэтому. Поэтому мы говорим о том, что есть угроза заторов. Есть угроза заторов. Третий фактор – это осенняя увлажненность почвы. 60%. То есть почва полностью практически впитана водой. Да? И четвертый фактор, важный фактор – это уровень воды при ледоставе. Уровень воды при ледоставе было в среднем по всем рекам Якутии на метр, 1,5 метра выше нормы. Вот. Теперь один из показателей прохождения ледохода – это этапность снеготаяния. Ну, как правило, мы разделяем на 3 этапа снеготаяния. Первый этап – это открытая местность. Это тает, если все нормально по норме, 2-3 декада апреля. Вот. Второй этап – это в лесах, да, тает. Это 1-2 декада мая. И третий этап снеготаяния – это горы, да, горы. И этот этап у нас 1-2 декада июня. Вот. Ну, если будет дружная весна, мы как говорим, да, тогда резко поднимается уровень воды. Вот. Потому вот, самый основной показатель, как будет проходить ледоход, это текущий прогноз погоды. Да? Василий Васильевич, это означает то, что этот паводок будет масштабнее, да, значительно, чем предыдущий? Ну, я скажу, прогнозирую, что воды будет много, но будет на уровне критической отметки. А потом дальше поднятие уровня будет зависеть от текущих погодных условий, зависит от будет ли затора, нет. Вот. А это зависит от погоды, да, вот, от погоды, от состояния температурного режима зависит подготовка льда, да, разрушение льда. Если будут стоять низкие температуры, то лед не будет подготовлен к разрушению. И, естественно, произойдет заторы. Поэтому вот в конце апреля, начале июня будут, гидромет даст уточненный прогноз, вот, и будем настраиваться на этот прогноз. Хорошо, Василий Васильевич, спасибо за интересную беседу. С вами была программа «Акцент». До новых встреч.